приема граждан в региональном Минате начался с поздравления жителей с Днем Конституции России. Я поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации. Конституция России – это прочный правовой фундамент, закрепивший базовые ценности демократического государства. Основной закон утверждает равные права, политические, экономические права и свободы. Первым Улан Идлоев принял у себя вынужденных переселенцев из Чеченской Республики. Обращения большинства из них касались выдачи сертификатов на денежную компенсацию. В декабре 2011 года решение правительства было выделить мне жилье как русскоязычное. Потом сказали, вот пока финансов нет, то, другое, третье. Вот до этих пор я жду. Жителям объяснили, социальные выплаты на приобретение жилья в рамках государственной программы в 2016 году были приостановлены. С ходатайством об их восстановлении он ранее уже обращался в соответствующие инстанции, однако исчерпывающего ответа до сих пор не получил. Министр рассказал, что возобновить выплаты по этой программе руководитель Федерального агентства по делам национальности обещал на прошедшем недавно в республике форуме СМИ Северного Кавказа. Кроме того, был поднят вопрос продления статуса вынужденного переселенца из Чеченской Республики. Если человек получал компенсацию или что-нибудь другое, или он там, про которого я только что перечислил, значит, этот человек автоматически не получает статус беженца. А вообще, в принципе же, все беженцы, по крайней мере, из Грозного, они компенсации все получили. Но кто компенсации получил, тот человек не получит ни жилье, ни сертификат. Свои двери для обращающихся сегодня открыл и Минздрав Республики. В первой половине дня ведомство посетило около 30 человек. Обратились к Мариме Рабхановой и Марет Арсамакова с дочерью. Девушка планирует стать врачом. Чтобы претендовать на целевое место, ей необходимо сдать единый госэкзамен по 3 предметам, отметила министр здравоохранения. Целевые места у нас будут. И мы даем объявления по целевым местам и на сайте, и в Инстаграм, и в средствах печатных изданий, по телевидению, когда у нас идет набор на целевые места. Поэтому ваша основная задача на сегодняшний день – это хорошо учиться. Марима Рабханова ответила на каждый вопрос заявителей и дала указания ответственным лицам принять соответствующие меры. В числе самых актуальных и лекарственное обеспечение граждан. Эся Чесыгова от льгот отказалась в письменном виде. Теперь женщина просит снова внести ее в список нуждающихся. Хотелось бы попросить наших жителей, все-таки тех, кто имеет инвалидность, не отказываться от льгот, потому что бывает очень часто потом восстановление этих льгот, время уходит очень много. За это время необходимо бывает получить дорогостоящие лекарства, они зачастую стоят и 100 тысяч, и 200 тысяч, и 300 тысяч. А Всероссийский день приема граждан прошел в Минобре Республики. Между заявителями и руководством ведомства состоялся насыщенный и результативный диалог. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24.